12 апреля 1961 года, дата, навсегда вписанная в мировую науку. В этот день наша страна вывела на земную орбиту первый в мире космический корабль «Восток» с человеком на борту. Им стал Юрий Гагарин. Его имя без преувеличения знает почти каждый житель планеты. А сегодняшний день ежегодно в стране и в мире празднуется как День космонавтики. К нему приурочили выставку в Назрановском музее краеведения. Куратор Заритхан Плиева рассказала, насколько значимым было это событие для всего Советского Союза. Никто не знал, чем обернется первый полет для Гагарина. Везде были посланы разные телефонограммы с разным текстом, и в том числе с текстом положительным, в том числе с текстом с положительным исходом и с отрицательным исходом. Даже были подготовлены специальные команды по психологическому восстановлению, по восстановлению психики космонавта, если вдруг он там сойдет с ума. Настолько все было опасно и неизведано. Старт корабля прошел успешно, и «Восток» совершил свободный полет вокруг нашей планеты. Облет земного шара занял 108 минут, после чего корабль приземлился в запланированном месте в 10 часов 55 минут по московскому времени близ деревни Смеловка в Саратовской области. Знаменательным пуском руководили Сергей Королев, Леонид Воскресенский, Анатолий Кириллов. В этом ряду не менее почетное место занимает русский и советский ученый, разрабатывающий теоретические вопросы космонавтики, Константин Циолковский. Первое научное предвидение полета в космос было осуществлено Циолковским, русским ученым. Его, можно сказать, в какой-то степени идейный ученик и последователь Королев, он ее осуществил, приблизился к ней именно по научному пути и создал первые космические ракеты, космические спутники Земли. Каждый посетитель выставки может не просто узнать от экскурсовода в деталях, как проходил первый полет за пределы нашей планеты. Увидеть красоту космоса можно и на рисунках. Это творческие работы воспитанников Назрановской художественной школы и Международной художественной галереи. Ее отделение открыто в музее с 2008 года. Эти работы на космическую тему в Международной детской галерее, они были уже представлены и в Ярославле, и в других городах нашего огромного государства. Также они были представлены и в Совете национальностей, руководитель Международной детской художественной галереи. Еще одним приятным подарком для посетителей станет биография наших земляков, участвовавших в исследовании космического пространства. Это Алихан Кулбужев, Умалат Марзиев и Муса Мальсагов. Последний в списке полковник, который готовился к полету в космос. За годы работы Муса Султанович получил более 10 авторских свидетельств за новшество в проектировании истребителей. Награжден медалями и орденами за доблестный труд, за трудовое отличие, боевого красного знамени, а также званием «Заслуженный испытатель ракетно-космической техники». Муса Султанович Мальсагов, который работал над пусковыми установками, в том числе ракетными, которые установлены на подводных лодках, на надводных кораблях, в шахтах подземных, на другом транспорте, на транспортах и так далее. Все это разрабатывалось непосредственно с его участием. В освоении космического пространства отличился и полковник космических войск Алихан Кулбужев. Он служил командиром одной из частей в испытательном центре космодрома Байконур, был начальником главного испытательного центра имени Титова. Там и прошли его последние годы службы. Кроме обширного фотоматериала, где изображена семейная рабочая жизнь Алихана Кулбужева, на выставке представлены фотоальбом, где показаны модели ракет с аэродрома Байконур. Здесь вы видите разные фотографии разного времени, разных космических кораблей, вот энергия. Там есть множество различных фотографий, которые интересны посетителям. Последний в списке – Умалат Марзиев, ученый-инженер, специалист по электронике. Сейчас он на пенсии. В Центре управления полетами проработал более 50 лет. А центр этот, отмечает экскурсовод, уникальная точка на планете, через которую осуществляется прямая связь Земли с орбитальными аппаратами в космическом пространстве. Корректировка вот этих всех орбит, наблюдение за всеми этими аппаратами, наблюдение за полетом ракет, которые пилотируемы космонавтами. Нужно иметь очень сильную нервную систему, чтобы это вот постоянно отслеживать, решать проблемы. А проблемы тоже возникают
в таком сложном деле, как космонавтика. И вот руководить столько лет таким учреждением, это, конечно же, подвиг, настоящий подвиг во имя человечества и во имя нашей Родины. Узнать чуть больше о космосе и наших соотечественниках, внесших вклад в советскую и российскую космонавтику, может любой желающий. Сам же праздник, 12 апреля, уверены организаторы, призван повысить публичный интерес к исследованию космоса. Дана Плиева, Хамзат Халухаев, Новости 24.